Доброе утро! Осень – прекрасная пора. На календаре 15 сентября, и сегодня мы говорим о чудесном озере Байкал. Об этом и не только в нашем эфире. Запеченные перцы легко, быстро и вкусно. Утреннее меню угощает. Путешествуем ярко, отправляемся к озеру Байкал, познаем чудеса природы России. Россия – удивительная страна с уникальной природой. Озеро Байкал тому подтверждение. Байкуль, Байкал в переводе с тюркского означает «богатое озеро». Это самое глубокое озеро в мире. Его средняя глубина составляет около 730 метров. Наибольшая известная глубина Байкала – 1637 метров. Вода в озере вкусна и чиста, потому что озеро обладает мощными механизмами самоочищения. Жители прибайкальских деревень и поселков нередко берут воду для бытовых нужд и приготовления пищи из Байкала. Вода в горных источниках Ингушетии не хуже и прекрасно подходит для приготовления различных блюд. Утреннее меню предлагает вашему вниманию запеченные перцы под нежным соусом. Доброе утро! Это утреннее меню. В прошлый раз мы готовили вкусный плотный рыбно-овощной завтрак, а сегодня я решила сделать мини-плотный завтрак, так как он будет состоять из таких продуктов, как куриное филе. Оно считается диетическим мясом. И к нему мы добавим помидор, яйцо вареное, майонез, сыр, ну и зелень. И все это мы вложим в болгарский перец, будем запекать в духовке. Для начала нужно будет обжарить куриное филе. Так, все, будем обжаривать. Так, добавим туда помидор. Отправляем помидор сюда же в сковородку. Так, помидор я отправила, теперь нужно будет почистить яйцо куриное. Оно у нас вареное. Достаточно будет одного яйца. Тоже нарежем и уже под конец отправим туда в сковородку. А пока еще порежем лук-порей и очень обязательно кинзу. Еще один важный момент – майонез. Нужно все это разбавить с майонезом. То есть все это будет тушиться в майонезе. 3 чайные ложки. Так, наша начинка-заправка практически готова, и надо будет подготовить перец. Я взяла желтый и оранжевый. Нужно снять верхушку. Важно оставить хвостики, потому как если их не будет, у нас не получится лодочки. Так, перец готов. И заправка готова. Сейчас будем все это отправлять в перец непосредственно и далее в духовку. Перед этим мы посыпем все сыром. Так, выложим нашу заправку в емкость и отправим все сюда.
сыр должен создать такую некую крышку. Так, все. И все это мы сейчас отправим в духовку буквально на несколько минут. При 180 можно 200 градусов. Пока перец доходит до кондиции, мы украсим нашу тарелку при помощи листьев салата и огурца. Перцы готовы, и они подрумянились, чего мы и добивались. Так, теперь просто выкладываем на нашу тарелочку, наше блюдо. Оп, все. Приходите в кафе Ла Сорелла, тут очень вкусные завтраки. До свидания. Ученые полагают, что возраст Байкала 20-25 миллионов лет, но свои нынешние очертания Байкал приобрел, очевидно, несколько миллионов лет назад в результате сейсмических изменений. Важно отметить, что в 1996 году Байкал был внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще более подробнее об удивительном Байкале узнаем в следующем сюжете. Байкал – одно из древнейших озер планеты и самое глубокое озеро в мире. Расположенное в виде узкого голубого полумесяца, озеро можно считать центром огромного материка Евразии. В Байкальской горной области, окруженной со всех сторон высокими хребтами, оно раскинулось на 640 в длину и до 80 километров в ширину. По площади Байкал сравним с площадью Бельгии. Глубина озера неимоверно велика, в среднем достигает 730 метров. Воды здесь удивительны по своей чистоте и прозрачности. Они настолько насыщены кислородом, что считаются целебными еще с древних времен. Местные жители используют воду Байкала для лечения различных заболеваний. Вопрос о возрасте Байкала следует считать открытым, так как до сих пор вызывает научные споры. Традиционно считается, что ему около 25 миллионов лет. Этот факт также делает Байкал уникальным природным объектом. Большинство озер, особенно ледникового происхождения, живут в среднем 15 тысяч лет, а потом заполняются илистыми осадками и заболачиваются. В Байкал впадает около 400 рек и ручьев, при этом половину объема воды, поступающей в озеро, приносит Селенга, а вытекает из Байкала единственная река Ангара. Здесь расположилось около 30 островов, самым крупным считается остров Ольхон. Объем воды в этом водоеме составляет 20 мировых и 90% российских запасов пресной воды. Благодаря фольклору местных жителей Байкал просто овеян легендами, сказаниями и преданиями. Воистину, это жемчужина Сибири.
День Байкала учрежден в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечался в 4-е воскресенье августа. Но с 2008 года решением Законодательного собрания Иркутской области праздник перенесен на 2-е воскресенье сентября. С течением времени День Байкала получил общероссийское и общемировое признание. Многие общественные акции, научные, культурные, спортивные мероприятия, творческие конкурсы и викторины проходят под эгидой Дня Байкала в течение всего года. Еще одной доброй традицией считается утренний просмотр мультфильмов, герои детской анимации в продолжении эфира. Чудо-замок. Что за странная стена? Нет ни двери, ни окна. Сверху сушится, взгляни. 2 огромных простыни. На земле столбы стоят. К ним спускается канат. Если замок разозлить, может вас водой облить. Ну а если угостить, он вас может прокатить. Угадайте, кто же он? Ну, конечно, это слон! Ну, конечно, это слон! Слон, слон! Ну, конечно, это А сейчас прервемся на новости и далее продолжим. Не переключайтесь.